Здравствуйте, в эфире новости Татарстана на ТНВ. Мы работаем в прямом эфире в студии Милевша Кашапова. И вот о чем мы расскажем сегодня. Перезвоны всей России. Чтобы прихожанам было приятно, самое главное. И от этого нам самим хорошо становится. Как прошел ежегодный фестиваль колокольного звона, расскажет Рамиль Шайдуллин. Помощь после пожара. За то, что все поддерживают, все помогают нам. Всем спасибо, большое спасибо. Как идет стройка и кто помогает семье Мардановых финансовым делом, узнала Нафиса Минязова. Не детская борьба и настрой только на победу. Хочу свою жизнь с волейболом связать. Сегодня в Казани прошел турнир Республиканской школьной волейбольной лиги. За играми наблюдал Рамиль Галиулян. Гроза и ливень, а также шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Такая погода сейчас за окном. Она резко изменила свой характер буквально за считанные минуты. Это кадры, которые успели снять горожане. Синоптики распространили штормовое предупреждение. Ночью ветер станет еще сильнее. Хотя еще днем татарстанцы изнывали от 37-градусной жары. Так в республике был обновлен температурный рекорд. Это стало причиной переноса большинства массовых мероприятий. Однако нехватку зрелищ вторую ночь подряд компенсирует сама природа. В социальных сетях татарстанцы делятся кадрами грома и молнии. Видео собирает сотни восторженных комментариев. А вот сельчане Зеленодольского района стали свидетелями обещанного синоптиками града. Из-за жары было тяжело тем, кто за рулем. Водители быстрее утомляются, внимание рассеивается, что увеличивает опасность возникновения аварий, предупреждает ГИБДД. Автоинспекторы особо подчеркивают, нельзя оставлять в салоне детей и домашних животных. Завтра также будет жарко, до плюс 34 градусов. В понедельник температура снизится до плюс 25. К середине августа все школы республики должны быть готовы к новому учебному году. Пока же 22 объекта вызывают опасения по срокам сдачи. В них продолжается капремонт. Об этом стало известно на республиканском совещании, которое сегодня провел Алексей Песошин. У вице-премьера были вопросы к Минстрою и по школьным пищеблокам из-за низкого процента выполнения работ. В чем причины и какие школы попали в зону критики, расскажет Рамиль Галиулян. Совсем немного остается до начала нового учебного года. Эти объекты в отдельном приоритете. Речь об учебных заведениях республики. Как отметили в Минстрое, еженедельно в Татарстане проходят штабы по контролю работ капитального ремонта и строительства новых объектов образования. Вчера очередное мероприятие мы провели. В принципе, все объекты детально рассмотрели с участием и подрядчиков, и руководителей районов. По словам Алексея Фролова, программа капремонта школ в республике выполнена на 80%. Опасения вызывают 22 объекта. Это Кукмарский, Пестричинский и Сабинский районы, а также Нижнекамской, Набережной Челны. В Казани отстают от графика 12 объектов. Уважаемые руководители, на местах прошу эти объекты взять на отдельный контроль и формировать мониторинг уже практически ежедневно в части выполнения программ. Рисков никаких не вижу. Немножко нужно подтянуться. В течение 10-15 дней работу все полностью завершить. В рамках программы в этом году должны привести в порядок 143 школьных пищеблока. Пока работы завершены лишь 14. За 2 недели вы показываете динамику 29%. Чем занимались тогда в остальное все время? Или пошел монтаж, или что-то. Просто на прошлой неделе, 2 недели назад выполнение было меньше 50%. Алексей Ильич, по пищеблокам был сдерживающий фактор в части того, что школы были задействованы в ЕГЭ. То есть оборудование все приобретено, поэтому сейчас динамика пошла интенсивная. Как заверили в Минстрое, все работы будут завершены к 15 августа. Рамиль Галиулян. Новые асфальтовые дороги и тротуары сделали уже в 476 дворах, 370 территорий еще в работе. После дорожников настает очередь монтажников. Почти 60% спортивного и детского оборудования уже установлено. За ходом и, главное, качеством работ следят и сами жители. Только за последние 2 недели поступило почти 400 обращений. На совещании в Доме правительства озвучили некоторые из них. К примеру, из-за дождей затопило вход в подъезд в одном из домов Арска. Не вывезли строительный мусор из дворов Лениногорска и Елабуги. Уже повреждены асфальт и бордюрная плитка в Набережной Челнах. Как отметили, мониторинг проделанных работ ведется в том числе с выездом на место.
Уважаемые главы, жители следят за ходом программы каждый день, и здесь прошу ответственных на местах также мониторить ход работы и исправлять подобные замечания в максимально короткие сроки. Также прошу муниципальные образования, в которых накопился объем готовых дворов, со следующей недели начать проведение рабочих комиссий по приемке благоустройства с выполнением всех запланированных работ. История погорельцев из Зеленодольска закончится новосельем. О судьбе многодетной семьи, оставшейся без дома из-за пожара, мы рассказывали в наших репортажах. И мы рады, что наш призыв о помощи услышали наши зрители. Руку помощи протянули местные жители, предприниматели, ассоциация мусульман и муниципалитет. Какой подарок они решили сделать семье Мардановых, узнала Нафиса Минязова. Тут у меня будет комната, тут у меня есть тонкий, и будем играть. Самые младшие уже присматривают себе комнату. Детей в семье Мардановых 7, и в новом доме места хватит всем. Его строят на месте сгоревшего. Сгоревший дом разобрали всего неделю назад. Помогали как рабочие, так и односельчане. Сейчас от него остались только доски и шифер. А на месте старого фундамента уже красуется новый. Когда он подсохнет, начнут строить основания для стен. А семья Мардановых тем временем с нетерпением ждет заселения в свой новый дом. Благодарим Бога, что у нас никого дома не было. Потому что когда я 2 дня работаю, муж на работе, у нас дети остаются одни. В тот злополучный вечер всей семьей собирались к родственникам в баню. Только дошли до остановки, и тут звонок от соседей, вспоминает Галюса Марданова. Успели вынести только документы. Мы показывали историю семьи из больших ключей, которая осталась на попелище. После выхода нашего репортажа в эфир у детей и их родителей появилась надежда. Нам помогает наш исполком. Ильяс помогает, Сергей Павлович, односельчане тоже помогают. Кто-то одежду давал, все деньгами почти помогли. Электричеством тоже помогают соседи. Ассоциация мусульман тоже нам деньги отправили, да, больше 100 тысяч отправили. Мардановы обратились за помощью в администрацию Зеленодольского района. Им предложили временное муниципальное жилье, но семья предпочла съемную квартиру. Муниципалитет моментально оказали помощь из резервного фонда и также обратились к населению с просьбой поддержать, помочь этой семье. И помощь была оказана, оказалось очень много людей, неравнодушных и организаций. Параллельно завезли материал, дом будет каркасный, и основной это материал, пиломатериалы. Мы их сейчас на сегодняшний день обрабатываем, вырабатываем от огня биозащита. Новый дом для семьи вместе со своей командой решил построить предприниматель Ильяс Гемадов. Он собственник строительной компании. Говорит, за 2-3 недели успеет завести дом под крышу, чтобы заняться внутренней отделкой. Многие факторы влияют, так и погода, так и финансовая составляющая. Мы привлекаем своих партнеров, своих друзей, и кто-то покупает какие-то материалы, кто-то чем-то. Вот таким образом, это уже у нас не первый опыт. Не я один делаю, а делаем это все вместе. Объединившись вместе, Брига Балдравас. И дети, и родители благодарны каждому, кто в трудные времена для семьи оказал поддержку. Надеются, что новоселье отпразднуют к Новому году и обязательно пригласят всех, кто помогал строить дом. Спасибо большое всем, что вы нам помогаете. Нафиса Минязова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Зеленодольский район. Более чем на 80% выполнена программа капремонта жилых домов. В 507 многоэтажках работа продолжается. 219 объектов уже готовы. Это последние данные Минстроя Республики, озвученные на субботнем совещании в Доме правительства. Сейчас формируются списки на следующий год. Как отметил первый заместитель министра строительства Алексей Фролов, ряд районов не торопятся с подачей документации. Большая часть муниципалитетов справляется. То есть в части подготовки программ динамика есть. Вот по 7 муниципалитетам я прошу отдельно Аксубаевский, Актанышский, Атминский, Верхнеуслонский, Ладижский, Мамадышский и Тукаевский районы. При этом это, в принципе, муниципалитеты не такие большие. Шьют аптечки, теплые флисовые кофты, носилки, эвакуационные стропы и не только. Волонтеры Казанской благотворительной организации «Ценим жизнь», не покладая рук, ежедневно собирают в зону СВО гуманитарную помощь. О важной миссии волонтеров Сирина Васильева. Давай, помогай. Анастасия Ки полгода назад стала волонтером благотворительной организации «Ценим жизнь». Каждый день вместе с младшей дочерью она приходит сюда и помогает собирать посылки для бойцов в зоне СВО. Там сейчас находится ее супруг. Когда муж был в отпуске, мы с ним приехали сюда. Он посмотрел все, что делает, познакомился с коллективом. Ну и, соответственно,
был очень поражен на самом деле, что такой большой титанический труд проделывается. Сказал, что вот когда такой тыл есть, то нам там ничего не страшно. Свободное от работы время Анастасия упаковывает бандажи и индивидуальные перевязки. Параллельно шьет пятиточечники. Одно из первых изделий – это пятиточечник. Его функциональное назначение для того, чтобы защитить бойцу почки. Защитить, получается, седалище, когда холодно. И колени, локти в поле. Волонтеры работают круглосуточно. Их здесь 70. Альфию Сарулеву здесь называют рекордсменом по шитью бандажей. За день может изготовить 140 экземпляров. Об организации узнала из новостей и сразу же решила присоединиться. Шью дома и также помогаю в офисе. Когда приходят отзывы от ребят, естественно, помимо того, что в душе большая радость и, скажем так, вдохновляет и крылья вырастает, что наш труд нужен. Волонтеры готовят для бойцов индивидуальные комплекты средств первой необходимости. Это носилка, подсумок, эвакуационная стропа с карабином, саперная кошка, шапка со снудом, флисовая толстовка, пятиточечник, мобилизационная шина и аптечка. Идет 26 компонентов аптечки в стандарте. Перевязочные бандажи, это идут жгуты, это обязательно идет спас одеяло, тактические ножницы обязательно и очень много других компонентов. В аптечке есть карточка бойца. Обязательный документ, который должен быть. И если боец ранен, то есть она заполняется. После этого ему будут начислены следующие выплаты. Руководитель проекта в качестве санитарного инструктора лично доставляет груз в зону СВО. По всей республике трудится 9 гуманитарных групп движения. Это более 300 волонтеров. 4 филиала в Казани, остальные в Апастовском, Зеленодольском, Елабужском, Бавлинском, Бугульминском районах. Задача проекта – объединить разрозненные гуманитарные группы в одно целое. Для этого и создавалась и была регистрация по букве закона как оно. Еще одна из основных целей, в первую очередь, помочь ребятам, которые сейчас находятся за лентой и выполняют задачи, поставленные государством. Запросы от бойцов идут большие, запросы увеличиваются, но, к сожалению, нам не хватает волонтеров в первую очередь. Благотворительная организация отправила на передовую уже более 3000 носилок, 1000 перевязочных материалов и около 500 комплектов теплой одежды. Следующий гуманитарный груз для ребят планируют доставить после 15 августа. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. С президентом Сенегала Маки Саллом на полях форума «Россия-Африка» встретился Владимир Путин. Глава государства отметил, Сенегал важный и надежный партнер России в Африке. Товарооборот достиг почти $1,5 миллиарда. Это тенденция, которую нужно развивать. На этой неделе Маки Салл в рамках своего визита в Россию посетил Татарстан, и Владимир Путин отметил традиционное радушие, с которым у нас умеют принимать гостей. Я знаю, что перед тем, как приехать сюда на саммит в Санкт-Петербург, вы посетили и Татарстан. Надеюсь, в ходе этой поездки вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский прием. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что вы остались довольны. Для гостей из Африки татарстанцы подготовили обширную программу, показали возможности IT-парка имени Башира Рамеева. Маки Салл увидел стадион Акбарс-Арена, где открывалась универсиада. Проводились матчи чемпионата мира и республиканские ифтары. Ознакомился с промышленным потенциалом Нижнекамска. Дипломатическим отношениям наших стран более 60 лет, и республика в разные годы поставляла в Сенегал КАМАЗы и вертолеты. На двусторонней встрече с Рустамом Миннихановым отметили перспективы и в других областях. Маки Салл подчеркнул, Татарстан с одной стороны сохранил свою идентичность, а с другой открыл двери всему новому – нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. Татарстан – мусульманский регион. Я возглавляю страну, в которой 93-95% мусульмане. Наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом. Этот пример достоин восхищения. Его должны перенять все страны.
Солнце, песок и мяч. Сегодня в Казани состоялся летний кубок школьной волейбольной лиги. Он посвящен столетию российского волейбола. Юбилей превратился в своего рода фестиваль, который прошел по всей стране. В столицу республики побороться за кубки и медали приехали больше 100 ребят со всех районов. Открыл соревнования председатель Госсовета и президент Федерации волейбола Фарид Мухаммедшин. Он отметил, в Татарстане этому виду спорта особое внимание. Только в школьной волейбольной лиге занимаются больше 40 тысяч детей. Рамиль Галиуллин наблюдал за играми. Свисток, розыгрыш и на табло заветные очки. Это кубок школьной волейбольной лиги. На казанский песок вышли 60 команд со всей республики. В недетской борьбе своих соперников одолели ребята из Верхнего Услона. Я занимаюсь волейболом с 8 лет, тоже получается 6 лет. Я вообще мечтаю стать профессионалом. Хочу свою жизнь с волейболом связать. Волейбол — это такая, вот знаете, и прыгучесть, и внимание, и координация, и ловкость, и сила. Все в этом виде спорта. Командный этот вид спорта. Детям очень нравится. За играми с трибун наблюдал и Фарид Мухаммедшин. В отличие от обычного волейбола, игра проходит на песке, а это требует определенного уровня физической подготовки, говорят юные спортсмены. Ноги проваливаются, из-за этого сложнее. Прыжок ниже, получается, резче двинуться куда-то не получится. Вот в этом сложность, грубо говоря, заключается. Не менее захватывающие игры и между девочками. Казанские школьницы уже давно живут в режиме. Сначала на уроке, потом на тренировке. На лето перерыв, а в остальное время мы занимаемся с командой школьной по 4-5 раз в неделю. У тебя есть команда, у тебя есть постоянные люди, с которыми ты постоянно общаешься, и они даже иногда ближе, чем друзья становятся. Поддержать ребят пришли и игроки волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо». Спортсмены провели для школьников открытую тренировку, а затем сыграли шоу-матчи. Профессионалы отмечают важность школьной лиги. С точки зрения популяризации волейбола это архиважно. С точки зрения даже шанса для молодых и юных волейболистов получить какую-то путевку в большой волейбол, это тоже очень важно. Здоровье важно, то есть одни плюсы. Школьная волейбольная лига республики была создана в 2018 году. Председатель Госсовета подчеркивает, она придала новый импульс развитию любительского спорта. Все 45 муниципальных образований нашей республики, а это педагогические коллективы, директора учебных заведений, преподаватели физической культуры и спорта, классные руководители подхватили нашу инициативу. Прямо надо сказать, что волейбол – самый доступный вид спорта, коллективных видов спорта. Относительно дешевый, доступный, командный, который очень большие воспитательные функции проводит. В школьную волейбольную лигу вовлечены больше 40 тысяч ребят. У тех, кто сегодня проиграл, еще будет шанс показать себя. А победителям придется доказывать свой класс каждый год. Рамиль Галиуллин, Алмаз Заидинов, ТНВ, Казань. В Казани прошли первые дворовые игры. 10 команд состязались в знакомых с детства забавах. Это вышибалы, горячая картошка и 12 палочек. Для проведения своеобразного триатлона выбрали один из дворов по проспекту Ямашева, который был отремонтирован по республиканской программе. Так, наш двор теперь не только программа по ремонту и благоустройству, но и отличная возможность для спортивных встреч с соседями. Каким содержанием наполняются казанские дворы? В горячую картошку и вышибалы сыграла Нафиса Минязова. Спорт требует разминки, тем более перед первыми в Казани дворовыми играми. Начали со знакомой с детства горячей картошки. Здесь главное не уронить мяч. Это победители первого конкурса. Впереди еще два не менее увлекательных. 12 палочек – это более сложная версия игры в прятки. Всегда должны проходить такие мероприятия, вытягивать детей обратно во дворы, из экранов во двор, все. Слава богу, все есть, хороший двор. И, конечно же, какой двор без традиционных вышибал. Правила игры знает, наверное, абсолютно каждый. Самое главное – увернуться от мяча. Последний участник сделать это должен на 1 раз больше, чем его собственный возраст. Если ему это удается, вся команда возвращается на поле. Игры организовали в одном из дворов по проспекту Ямашева, отремонтированному по республиканской программе. Здесь установили оборудование для детей, сделали спортплощадки, поставили больше скамеек, как и просили жители. Оставалось наполнить двор смысловым содержанием. Заявки подавались по онлайн-форме, подавались городские проекты, просто жители, просто участники и жители этого двора. Наша цель, чтобы горожане вспомнили классные игры и развивали эту культуру самостоятельного двора. Жители Новосаинского района говорят тоже. У нас здесь очень много
много детей, у нас здесь много жителей, мы тоже хотим, чтобы у нас что-то происходило. В том числе с этого двора нам приходили обращения. Мы хотим, чтобы во дворах формировалось комьюнити, сообщество людей, которые хотят, наполняли двор жизнью, чтобы они проводили мероприятия, общались друг с другом. Настроение здоровым играм задают диджеи. Атмосфера действительно праздничная. Запечатлеть этот день не только в памяти, но и на фотографии можно вот в такой замечательной фотобудке. Работать она будет на протяжении всего мероприятия абсолютно бесплатно. А на выходе получаются вот такие замечательные фотографии. Сегодня жарко было всем. На дворе плюс 37, и желающим раздавали воду. Дети с удовольствием включались в игры, взрослые с интересом наблюдали за ними. Балкон сюда выходит, слышу музыку. Ну, думаю, надо выйти посмотреть. Очень интересно. Молодцы, молодцы. Очень нравится, и хотели бы, чтобы постоянно проводились такие игры. Относимся положительно. Хотелось бы побольше таких мероприятий и побольше команд, чтобы участвовало в данном мероприятии. Мы знаем, что мы победим, потому что у нас команда сильная, несмотря на то, что мы самые маленькие тут. Минимальный возраст участника – 10 лет. Участие в турнире приняли 10 команд. Это жители двора и представители разных казанских компаний. Победители получили заслуженные кубки, но главная цель дворовых игр – объединить дворы, соседей и всех казанцев. Нафиса Минязова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Лучших мастеров колокольного звона вновь объединил Татарстан. В Алексеевском сегодня открылся ежегодный фестиваль «Алексеевские перезвоны». Он проходит в 21 раз и в этом году посвящен 1035-летию крещения Руси. На Алексеевскую землю приехали 46 участников от Крыма до Минска. И это новый рекорд по количеству гостей. Как камские просторы сегодня наполнялись малиновым звоном, расскажет Рамиль Шайдуллин. Чтобы оказаться здесь, Максим Алиновский вместе с отцом преодолел больше 2000 километров. В Алексеевское они приехали из Феодосии, привезли с собой звон, посвященный Александру Невскому. 19-летний Максим звонит уже 11 лет. Колокола – его страсть. Если не мог подняться на колокольню, тренировался дома. Я сделал переносную звонницу из колокольчиков для рыбалки. И тренировался вот на таком вот маленьком тренажерчике. Там колокольчики буквально вот такого размера где-то. Папа мой, он до сих пор, можно сказать, не особо меня поддерживает. Галина Максименко из Самары – одна из немногих девушек-звонарок. С колоколами на «ты» уже 13 лет. С тех пор, как попала на первые Алексеевские перезвоны. Вспоминает, тогда было 5 участников, сейчас почти в 10 раз больше. Я думала, что это будет как хобби. Вообще я училась на инженера. Но спустя какое-то время, когда я закончу вуз, я поработаю инженером, поняла, что это не мое дело, мне нравится общаться с детьми, мне нравится звонить в колокола, и начала развиваться в этом искусстве. Таких влюбленных в свое дело звонарей сегодня 46. Они приехали из 15 регионов России и Беларуси. Я намерена сейчас выполнить поручение раиса нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова, который просил искренне поблагодарить вас за отношение к этому празднику. В России всем известно, что Татарстан является эталоном межнационального, межконфессионального мира, согласия и дружбы между народами. И это яркий пример. По традиции для гостей праздника выставка народной кухни и состязания в старорусских народных забавах. А вот ярмарка изделий народных промыслов. Здесь и поделки покажут, и ремеслу научат. Чтобы наши дети потом ткали, также вспоминали других бабушек, прабабушек, то, что они тоже раньше так занимались. Однако главное событие – это звоны лучших мастеров России. Говорят, у каждого колокола есть свой язык, и только в руках мастера они начинают разговаривать. Ведь каждый перезвон имеет свое значение – постный, будничный, праздничный. А вообще видно, что все это довольно сложный музыкальный инструмент. И для того, чтобы сыграть одну мелодию, задействуется, как в данном случае, целых 14 колоколов. От самого маленького размером с кружку до вот этого гиганта. Управлять им руками уже не получается, поэтому звонари задействуют и ноги. Чтобы прихожанам было приятно, самое главное.
и от этого нам самим хорошо становится. Фестивалю 21 год, и он давно не просто бренд Алексеевского района. Судя по количеству и географии участников, Алексеевские перезвоны – гордость всей России. Рамиль Шайдуль, Адель Мендубаев, ТНВ, Алексеевский район. В Черемшане прошел первый всероссийский фестиваль «Наследие веков». Более 1000 гостей со всех уголков Татарстана и соседних регионов приехали на праздник. Участников фестиваля познакомили с культурными обычаями проживающих в этом районе народов. Это татары, русские, чуваши и мордва. Здесь угощали блюдами национальной кухни, показывали традиционные костюмы и древние обряды. Главным событием праздника стал новый гастрономический рекорд России. Местные мастера раскатали татарскую лепешку «жейме» диаметром в 1,5 метра. Гости поучаствовали в различных забавах, посетили ярмарку древних ремесел. Девушки поборолись за звание первой красы Черемшана. Артисты из Нижнекамска спасли птенца. Участники татарского ансамбля «Ильхам» приютили синицу. Птица сломала крыло при падении. Ее поселили в музыкальном офисе, чтобы пернатый смог восстановить силы. Обустроили место для отдыха, угостили семечками и хлебом. Сегодня синичка уже смело летает по кабинетам и даже присутствует на репетициях. Артисты решили дать пернатому гостю имя, а после выздоровления отпустить на волю. Всех животных, домашних животных, давайте скажем так, должно быть свое имя. Наш ансамбль называется «Ильхам», что в переводе «вдохновение». А птица также, эта синичка, поет, песенки уже, наверное, выздоравливает. Назовем ее «Ильхам», пусть также нас вдохновляет своими песенками, как мы, наших жителей нижнекамцев. Интернет-версия итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды на завтра. Всего доброго. С 24 июля по 4 августа распродажа индийских товаров. Оренбургский тракт 8, Казанская ярмарка. Тревожитесь по пустякам? Проверьте уровень стресса за 290 рублей по программе «Страна Гемотест». Подробности на gematest.ru. Требуются сотрудники на прием и распределение товара на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется, мы всему вас научим. Скачай приложение WB Job, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. В республике по-прежнему жарко, и в ближайшие сутки погода существенно не изменится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево осадки не ожидаются, но ветер усилится. Ночью до 20 градусов тепла, а днем до 32 градусов выше 0. Без осадков в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ожидается ночью около 22 тепла, в дневное время воздух прогреется до плюс 33. Без осадков и жарко в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. Ночью около 19, днем до плюс 33. В Арске, Кукмаре и Балтаси малооблачно и без осадков. Ночью 22 тепла, а днем до плюс 31. В Болгаре, Доржаном и Буинске возможны дожди слабой интенсивности. Температура ночью составит 20 градусов тепла, днем до плюс 27. В Альмете, Скичи, Степолим и Мадыше сохраняется повышенный температурный фон. Осадки не ожидаются. Ночью воздух прогреется до 21 тепла, днем до 32 градусов со знаком плюс. В понедельник под влиянием активного атмосферного фронта местами пройдут дожди. В Казани малооблачно, не исключены грозы. Ветер восточный, умеренный до сильного. Ночью ожидается 22 градуса тепла. Днем жара немного спадет, будет около 27 градусов, выше 0. Атмосферное давление немного ниже нормы. Влажность воздуха около 60%. Магнитное поле Земли спокойное, но жара неблагоприятна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таковы новости о погоде к данному часу. Оставайтесь с нами.